настоящему времени удалось установить личность задержанного в Праге россиянина, которого обвиняют в кибератаках на цели в США. Им оказался Евгений Никулин, 87-го года рождения. Позже эту информацию подтвердили в МИД России. Американская соцсеть LinkedIn заявила о причастности россиянина к краже данных более 100 миллионов аккаунтов. На родине же Никулин прославился совсем другим. Он прославился благодаря другой соцсети в Инстаграме. У него более 40 тысяч подписчиков. И страсть к дорогим автомобилям тоже присутствует. Подробнее Екатерина Бучнева. Что ты знаешь про свою тачку, чувак? Я ничего лично не знаю про свою машину. И мне все равно, потому что я владелец Lamborghini. Скромный обладатель роскошных машин. Таким предстал перед подписчиками автоблога смотра.ру Евгений Никулин. Этот ролик был записан в августе прошлого года. Его посмотрели почти 6 миллионов человек. Ведущий Эрик Китуашвили еще тогда предположил, честным путем на такую машину не заработаешь. Если ты, мой друг, где-то напи*** денег и хочешь купить Huracan, он же Ураган, Lamborghini Ураган, то иди покупай, не думай. В базовой комплектации такой Lamborghini стоит 15 миллионов рублей. В другом интервью Евгений признавался, что «Ураган» для него не первый люксовый автомобиль и представлялся успешным предпринимателем. Среди своих деловых интересов он назвал строительную фирму, автосервис и бизнес по продаже элитных часов. Больше об источниках своего дохода Никулин не говорил, зато охотно демонстрировал богатство в социальных сетях. Его Инстаграм, подлинность аккаунта подтвердил один из его друзей, пестрит фотографиями дорогих машин. Судя по всему, Никулин жил в Москве и часто путешествовал. Одни из последних снимков сделаны в Европе. Сначала в Варшаве, затем в Праге. Тут фотолента обрывается. 5 октября Никулина задержали в итальянском ресторане при 5-звездочном отеле в центре Праги. В кадры оперативной съемки попал очередной роскошный автомобиль Mercedes-Benz М-класса. Дальше Никулин передвигался уже на полицейской машине. Ему предъявили обвинение в совершении кибератак на цели в США. Россиянина подозревают в причастности к краже данных более 100 миллионов аккаунтов в соцсети LinkedIn. Это подтвердила сама компания. Пароли от аккаунтов в мае этого года пытались продать в черном интернете за 5 биткоинов. Это около $2000. Сейчас Никулин ожидает решения об экстрадиции в США в пражском СИЗО Панкратс. О жизни в нем настоящему времени рассказал белорусский хакер Дмитрий Носковец. В 2010-м он также был арестован в Праге и затем экстрадирован в США, где отсидел за кибермошенничество 4,5 года. Усугубляется ситуация тем, что он арестован за рубежом. И все его сокамерники, охранники в тюрьме, адвокаты, судьи и так далее, они все говорят по-чешски, и там практически 99% по-русски никто не говорит. И у этого молодого человека остается только собственные мысли, и также другая ситуация, что, скорее всего, ни родственников, ни друзей у него в Праге также нет, и никто к нему прийти быстро навстречу, либо положить денег там на ларек, прислать книжку и так далее, либо помочь юридически никто не может. Российское посольство заявило, что работает с адвокатом Никулина, он назначен чешским судом и будет добиваться возвращения россиянина на родину.